Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гираев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гираев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. Сахиб-Гирай хан вошел в историю Крымского ханства как отважный воин и щедрый меценат. Во время его правления начинается рассвет культурной жизни Крымского ханства. Это был человек невероятно притягательной силы. Он обладал незаурядным умом, проявлял интерес ко многим областям жизни. Он был настоящим властителем. При нем государственно-административный аппарат находился в образцовом порядке. А главное, он сумел приумножить богатство своей страны. Свою эпоху он начал с того, что навел порядки в стране и заложил новую столицу. Чего достигла держава крымских татар в период правления Сахиба-Гирая, целиком и полностью заслуга этого человека. Его брат, Задет Гирай I, за 9 лет правления погряз в распрях и междоусобицах, потеряв контроль почти над всеми территориями, за исключением Крыма и Северного Причерноморья. Необходимо было исправлять его ошибки. Именно Сахибу-Гираю большими усилиями снова удалось объединить под своей рукой Джучи Фулус, починить неспокойных нагайцев и напомнить своим вассалам, кому они обязаны своим спокойствием и благополучием. А пока в первый год своего правления необходимо было навести порядок внутри страны. Нельзя сказать, что все из числа абейской элиты симпатизировали Сахибу-Гираю. Они опасались его мести и не безосновательно, ведь некоторые из них еще 1,5 года назад требовали от Саадета расправы над Калгой Сахибом. Тогда они его искренне считали виновником казни в доме ширинских беев. Но Сахиб-Гирай намекнул, что все недоразумения остались в прошлом, а им следует объединиться ради одной цели – сильного государства. В ханстве уже появилась новая профессиональная гвардия Капы-Кулу, целиком и полностью подчиненная хану. Теперь необходимо было модернизировать административный аппарат. Сахиб-Гирай поступил осмотрительно, когда вынес на рассмотрение свой проект, в котором были учтены особенности демократического общества ханства. И несмотря на то, что проект укреплял власть хана и в некотором роде ослаблял влияние 4 знатных бейских родов, его единогласно одобрили. Главы 4 влиятельных родов – Ширинам, Барынам, Аргинам и Кыпчакам – пришлось разделить свое влияние еще с 2 родами, пусть не столь древними и знатными, зато богатыми и преданными хану. Ими стали сиджиуты и мансуры. Последний род являлся крымской частью ногайского рода Мангыт и ничего общего не имел к убийцам хана Мухаммеда Гирая I.
Яркой представительницей этого рода была казанская ханша Нур-Султан, последняя супруга Мингли-Герая. Впоследствии сам Сахиб-Герай возьмет в жены одну из рода Мансур. Итак, что собой представлял Государственный совет или парламент при Сахибе-Герае? Это был главный законодательный орган государственной власти Крымского ханства, и делился он на большой и малый диван. Во главе него стоял хан, но его власть не была абсолютной. Главы 4, а при нем 6 бейских родов Карачи или дворяне имели право блокировать то или иное решение хана, если оно не соответствовало интересам державы. Но такие прецеденты случались редко. На малом диване хан мог лично не присутствовать. Однако совет должен был заседать несколько раз в неделю. Кроме карачбеев, в его состав входили улемы. Как правило, это были шейхи 4 крымских крупных духовных центров, находившихся в селениях Калеч, Кача, Чуюнджи и Ташлы. Затем шли мурзы и главы ханской гвардии Капы-Кулу. Такой состав совета рассматривал уголовные, гражданские и административные дела страны. Карачбеи и мурзы принимали решение и отдавали его на рассмотрение улемам. Улемы же проверяли, не противоречат ли принятые решения шариату. Если нет, то они выдавали фетву, и только после этой процедуры документ передавался хану. И здесь хан единолично принимал решение ставить свою подпись и печать или же отправлять документ на пересмотр дела. Что касается большого дивана, на котором присутствие хана было обязательным, то количество придворных увеличивалось. Справа от хана садился Калга, наследник трона. Чуть позже появится сан второго наследника Нуриддина. Он будет занимать место по левую руку от хана. Рядом с Калгой находился шейх Уль-Ислам, глава духовного мира ханства. За ним шейхи и муфтии. Позже, после Нуриддина, место займет Баш-ага или визирь. Но пока в эпоху Сахиба-Герая этой должности в Крыму не было, и место его занимал Кади-Аскер, главный судья и кади 24 кадылыков ханства. Далее шли служащие ханской администрации. Капы Кет-Худасы, глава администрации, обязан был на серебряных подносах разносить бумаги присутствующим. Здесь же присутствовали Дефтердар или министр финансов, Баш-Катиб, государственный секретарь, после эмиры, казначей, возможным было присутствие кандидатов на разные должности и так далее. Конечно же, некоторые должности со временем могли переименовываться. Их обязанности, естественно, увеличивались, но именно таким диван оставался почти без изменений до самых последних дней ханства. Главная цель для Сахиба-Герая была в том, чтобы беи исправили свою главную ошибку. Он давал им власть, но в то же время настоятельно рекомендовал пользоваться этой властью внутри страны и не выносить свои проблемы за его пределы. Они больше не должны были напрямую отправляться в Стамбул, как это делал в свое время Мимиш-бей Ширинский, и просить о содействии султана в выборах нового хана. В конце концов, это принижало авторитет их страны. Крымское ханство было независимое суверенное государство, а гераи, чингизиды стояли выше османов по социальному статусу. На самом деле Сахиб-Герай мог не опасаться, что за его спиной ширины снова устроят провокацию, как они это делали в ханство Мухаммеда, Гази и Ислама Гераев. Под его началом были Капы-Кулу, а в диване верные Седжиуты и Мансуры. Благодаря многочисленности эти династии вполне могли сохранять и поддерживать баланс здорового политического климата в стране.
Тем более, что благодаря новому хану они имели равные права с крымской аристократией. Теперь, когда работа дивана устраивала Сахиба Гирая и приносила свои плоды, нужно было разобраться с внешними делами. И, конечно же, крымского хана не могли не волновать казанские дела. Во время его отсутствия московский князь все же сумел подкупить часть казанской элиты и с их помощью посадить на трон своего ставленника. Нужно было исправить это положение и снова вернуть трон своему племяннику Сафа Гираю, но чтобы собрать войско для похода, требовалось время. Первый год ханства Сахиба Гирая был омрачен смертью его любимой супруги Фатьмы Султан. Все, что о ней известно, она была матерью его старшего сына Имина Гирая. Возможно, чтобы отвлечься от печальных мыслей, Сахиб Гирай принимает еще одно важное решение. Он закладывает в долине реки Чуруксу новый город, который очень скоро получит статус третьей столицы и войдет в историю под именем Бахчисарай. Большинство исследователей не без основания считают, что в долине реки Чуруксу находились владения Деребея и его родовая усадьба. Однако история умалчивает, кем был этот загадочный Деребей или князь долины, живший на рубеже XIV и XV веков. Все, что сегодня о нем напоминает, это сохранившийся старый мавзолей, именуемый Эски-Дюрбе. Если верить преданию, то еще Менглигей Райхан обратил внимание на соседнее с Каркьером владение Деребея. Возможно, он высказал вслух мысль, что это место идеально подходило бы для нового города, а Сахиб ее запомнил. Сегодня уже неизвестно, выкупила ли ханская семья эти земли для будущей столицы или после угасания княжеского рода Деребея владения перешли хану. Но уже в правление Сахиба Гирая в долине заработали кирки строителей. Представители ханской семьи любили охотиться в этих местах, но Сахиб Гирай пошел дальше. Безусловно, у него уже были все права на эти земли, поэтому в первый же год своего правления он пригласил в свою резиденцию Девлет-Сарай лучших архитекторов ханства. Перед ними была поставлена задача выстроить новую соборную мечеть в государстве и возвести еще один более просторный ханский дворец, не уступающий в красоте османскому Топкапе. Началом грандиозной по тем временам стройки принято считать рубеж 1532-1533 год. После того, как Сахиб Гирай принял решение перенести свою столицу из Каркьера в долину, он устроил большое торжество на берегу реки Чуруксу, то есть на том самом месте, где, возможно, скоро возвысится новый дворец. По этому случаю среди цветущего сада был возведен легкий павильон, украшенный позолотой. В нем установили ханский трон, а посередине устроили фонтан. В назначенный день сюда прибыл Сахиб Гирай. Здесь его ожидали ближайшие сановники и члены дивана. Учитывая то, что сам Сахиб Гирай хан чтил традиции и сам порой выступал автором новых церемоний, можно предположить, что в тот день состоялась торжественная закладка города. Где именно был поставлен первый ханский павильон, неизвестно, зато нет сомнений, где в 1532 году была освящена земля под закладку Большой ханской соборной мечети.
Как писал хронист времен Сахиба Гирая Рималь Хаджи, он, имеется в виду Сахиб Гирай, разбил прелестный сад, а посреди его выстроил дворец, подобный раю, что если бы увидел Шиддат, то пришел бы в восхищение. Там были и замки, и арки, и киоски, и залы, и террасы, всюду струилась живая вода. По всем направлениям лужайки, куртины, тополя, жасмины улыбались точно лица красавиц и распространяли аромат нарциссы и рассыпались подобно восхитительным локонам гиацинты и тюльпаны, вызывавшие видом своим, хватающие за душу стоны соловья. Далее хронист сообщает, что рядом с дворцом хан воздвиг соборную мечеть, а возле нее он выстроил общественные бани, которые получили название Сары-Гузаль. На другом берегу реки появилось несколько рядов торговых лавок. На протяжении 7 лет строился и разрастался новый дворец, мечеть и другие общественные здания. Постепенно сюда, в долину реки Чуруксу, стали перебираться жители из Каркьера и ближайших селений. Сюда же со временем стали переселяться жители соседнего города Эски-Юрта. Сначала это были семьи строителей, возводивших жилища хана, после предприимчивые купцы и ремесленники, а чуть позже ханские сановники и знать. Все эти слои населения постепенно образовали свои кварталы, малле, согласно иерархии. Одним из первых зданий новой ханской резиденции, вокруг которой вскоре вырос столичный город, стала ханская мечеть. По задумке заказчика Сахиба Гирая, она должна была находиться вблизи дворцового комплекса, на другой стороне тогда еще открытой Дворцовой площади. Почти сразу же после того, как постройка была завершена, жители нового города стали называть ее «Мечеть Сахиба Гирая». Сегодня большинство источников говорят о том, что изначально здание главной мечети Бахчисарая выглядело иначе. К примеру, крыша храма не была четырехскатной. Мечеть покрывали несколько больших и малых куполов, а главный фасад с парадным входом, который выходил к реке Чуруксу, был украшен мрамором. История мечети тесно связана с именем ее основателя. Сахиб Гирай никогда не отправлялся в военные походы без торжественного молебна в стенах этого храма. Как правило, он заходил в мечеть в церемониальных одеждах через так называемые ханские двери со стороны Дворцовой площади, а выходил через главные у набережной реки Чуруксу. Здесь его приветствовал народ и ожидала личная гвардия, которая под звуки военных маршей мухтеремов сопровождала своего хана в поход. Сахиб Гирай хан за время своего правления построил не одну мечеть. На территории самого дворца была сооружена малая дворцовая мечеть, а в самом городе им была заложена еще одна соборная мечеть. Возможно, речь шла об Орта-Джами. На протяжении столетий она была одной из самых крупных в городе по своим размерам. Располагалась на центральной улице города по соседству с Соган-базаром. Многие исследователи Бахчисарая утверждают, что начало новому городу положил дворец Сахиба Гирая. Одновременно он же является главной достопримечательностью современного Бахчисарая. Вот только сегодня от первоначальной резиденции XVI века сохранилось не так много. Зал Совета и суда, малая и частично большая дворцовые мечети,
ханские бани Сарыгузаль, кладбище и портал Оливеза, который был перенесен в Бахчисарайский дворец из старого дворца Девлет-Сарай. Изначально дворцовый комплекс располагался на территории площадью около 20 гектаров. Это был дворец нового образца, и возводился он в соответствии с пожеланиями Сахиба Гирая. В последующие годы ханская резиденция расширялась, некоторые покои перестраивались по вкусу новых ханов. Достраивались и перестраивались новые корпуса и павильоны. Поэтому сегодня сложно сказать, каким изначально был дворец Сахиба Гирая. Сахиб Гирай стал не только основателем новой столицы и великолепного ханского дворца, символа государственной власти крымских татар. По его желанию построили мечеть и медресе в большом селении Улахлы. А в бывшей столице Каркьера он приказал возвести дворец правосудия, надпись над входом которого гордо именовала Сахиба Гирая победоносным знаменем рода Чингизидова. Особое внимание он уделял крепости Ор-Капы, которую перестроил и укрепил. Можно сказать, это был его второй по значимости строительный проект. Последний раз крепость обновлял Саадет Гирай, но с тех пор она заметно обветшала и требовала капитального ремонта. Сахиб Гирай не стал обновлять башни и стены, он выстроил новые, так что более старая постройка осталась внутри. Согласно хронисту Рималю Хаджи, теперь крепость в плане имела четырехугольник, 2 ворот, новую мечеть и бани. По углам крепостной стены возвышались 4 башни. Сохранились свидетельства, что Сахиб Гирай перестроил и порт в Кизлеве. И это был далеко не полный список построек, относившийся к его эпохе. Летом 1533 года Сахиб Гирай едет в Керчи, чтобы заключить брак с черкешенкой из рода Беслиней Ханыки Султан. Этот очередной политический альянс с черкесами был необходим Сахибу. Хан готовил большой поход против московского князя. А еще необходимо было вернуть казанский трон Сафа Гираю, подчинить своему влиянию Хаджи Тархан и выяснить отношения с Колгой Исламом Гираем, который уже готовил заговор против хана.